7 дней плюс в эфире, говорим сегодня о феноменах российского блогинга. Кто они, современные блогеры? Герои нашего времени или массовое зло, вредят или приносят пользу? И обсудим этот вопрос с Юлией Валентиновной Андреевой, профессором Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ, доктором педагогических наук, кандидатом психологических наук. Юлия Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот блогеры, да, люди, за которыми наблюдают сотни тысяч человек. Мы смотрим, да, каждый день в социальных сетях, как они ходят в рестораны, как они занимаются спортом. Почему людям это интересно? Вот первый вопрос такой. Наблюдать, вроде бы, и вот еще такой момент, что ведь не обязательно, даже ведь каждый может, наверное, да, стать блогером, даже в какой-то степени не обязательно обладать каким-то талантом, да, не обязательно уметь там петь, танцевать. Вот это все так вошло в нашу жизнь, и нам интересно наблюдать за этим. Почему? Ну, наверное, это действительно явление, явление из нашей жизни, это отражение, зеркало нашей реальности. И нам не хватает, на мой взгляд, просто обыкновенного человеческого общения. И нам хочется заглянуть в жизнь другого и посмотреть, а как у тебя? Помните, как встречаешься раньше с подружкой, с друзьями, и говоришь, а как ты живешь? И человек тебе достаточно откровенно рассказывает, да, о том, как устроен его мир. И вот думаю, что это потребность заглянуть в мир другого, узнать, ну, не только стратегии его выживания, стратегии успеха, но и даже просто мир повседневности другого человека. Это такое обычное человеческое любопытство и жажда контакта, жажда приближения к миру другого. Ну, подсаживаемся на эту иглу в какой-то степени. Да, я согласна. И думаю, что если посмотреть ленту любого из нас, да, можно сказать, какой ты человек, чем увлекаешься. Кому-то интересна тема диет, кому-то интересен спорт или ландшафтный дизайн, или психология. То есть мы подбираем себе именно, ну, тех партнеров по коммуникации, социальной коммуникации. Ведь на самом деле мы как будто бы ведем диалог с этими людьми. Задаем вопросы, получаем какие-то ответы. И если мы эти ответы получаем, то продолжаем общаться. Ну, как бы односторонне. И даже есть такое явление, бывает, что человека, ну, очень хорошо как будто бы знаешь, и хочется подойти, обнять, там, не знаю, поприветствовать, сказать, я твой подписчик, я тебя очень хорошо знаю. То есть эффект такого приближенного знакомства. Мы же часто вот еще любим смотреть, да, вот именно социальные сети, это такая красивая картинка. Мало кто вот демонстрирует какую-то негативную картинку, ну хотя про это мы тоже поговорим, но красивую картинку, и хотим вот быть как-то, может быть, ближе к этой красивой картинке, к этим, может быть, роскошной жизни где-то, которую нам транслируют, да, которой никогда, возможно, у нас не будет. Ну, есть, что вот действительно это так? Одна, наверное, из сторон, сторон этого явления, это как раз стремление к такой позиции «я идеальная». Еще основатель идеи психологической концепции «я-концепция» Роджерс, он говорил о том, что «я-концепция» — это то, как я себе представляю, как меня видят другие. И для того, чтобы я мог настроиться на какое-то создание какого-то своего образа, я должен представлять, какой я на самом деле, и какой есть идеальный я, да, идеальный образ того, каким я хочу, чтобы меня видели другие. И вот здесь, скорее всего, идея в том, что мы, просматривая какие-то интересные страницы интересных людей, мы ищем какой-то образ самого себя, но более совершенный. Более красивый, более молодой, более веселый, более благополучный в личной жизни, с счастливыми детьми там, и так далее. Да? То есть мы ищем какой-то образ своего идеального «я». Как это влияет вот на самого человека? Позитивно или негативно? Наверное, и так, да? Здесь вопрос, наверное, о личной такой вот состоятельности, самостоятельности. Если у человека устойчивая самооценка, если он уверен в себе, уверен, ну, понимает свои плюсы, минусы, свои ресурсы, так социально адаптирован, да, тогда безопасно, достаточно безопасно, ну, невозможно утонуть в этом, да. Ты действительно берешь то, что тебе нужно, и говоришь, а это картинка, а это не может быть, а это… Критическое мышление. Критическое мышление, да, включается. То есть ты, ну, в то же время ты можешь взять какой-то ценный совет или найти какой-то, ну, интересный штрих к своему образу, какой-то модный тренд, ну, почему нет, да, то есть мы все люди, все в этом мире живем и друг на друга поглядываем.
как быть более красивым, более успешным. А негативная сторона, то есть люди, которые все-таки подвержены вот сильному влиянию и там теряют связь с реальностью, начинают, может быть, завидовать даже где-то, вот возникает вот это вот, вытаскивают из себя, да, вот эти вот триггеры какие-то с помощью вот этих людей, начинают там хейтерские комментарии писать, да, и у нас есть такие люди. Ну да, что-то заводит, что-то так задевает, да, за живое. И, как правило, интересно, психологи давно подметили, что в других людях нас раздражает именно то, что есть как-то в нас самих. То есть если мы говорим, какой там такой-то человек, осуждаем, то мы в первую очередь видим какие-то такие негативные черты, которые где-то есть у нас, и мы не хотим их распознавать или показывать другим. И на самом деле мир блогинга настолько обширен, настолько разнообразен, и сегодня там работает очень много журналистов, очень много медийных персон, людей, которые рассказывают о себе, о своей жизни, о своей позиции. Очень интересные есть проекты. И важно, что мы берем оттуда, да? что мы подмечаем, на что мы обращаем внимание. Ну вот, а если посмотреть теперь с другой стороны, со стороны блогера, да? Кто эти люди, которые вот любят демонстрировать свою жизнь на показ? Что за психотип, кстати, личности? Ну, как правило. Как правило, наверное, демонстраторы, да, люди, которым нужно внимание, демонстраторы такие артистичные, творческие натуры, которым очень важно показываться, очень важно предъявлять себя миру. И, наверное, может быть, люди с нарциссической какой-то травмой, да, которые только в отражениях может увидеть самого себя, хотя бы таким. То есть, наверное, можно предположить, что есть люди, которые как-то компенсируются за счет этого, чувствуют себя более счастливыми. Ну вот, если с негативной точки зрения, вот как мы с вами обсуждали еще за кадром, да, по поводу людей, которые выставляют свои какие-то эмоции, там, слезы, рыдания, боль на показ уже, да, то есть до этого мы уже дошли, да, не просто там походы куда-то в театр, понимаете, а уже какие-то эмоции. С одной стороны, люди воспринимают это, вот, это реальная жизнь, это такой лайф, там, да, реалити-шоу, можно сказать, да, а с другой стороны, вот, это, насколько это нормально, скажем так, не аморально, как правильно даже не могу выразиться, и почему это находит в целом такой достаточно высокий отклик у зрителя? Аудитория не любит смотреть на это? Во-первых, наверное, то, что касается того, почему человек это делает, да, я говорю, что это какая-то компенсация, какое-то стремление привлечь внимание, какое-то шутовство, когда, как актер, да, показывает свои эмоции, показывает всего себя, проживая какую-то роль. И вообще-то, я как в прошлом журналист, я вот сейчас вспоминаю, что я брала интервью у Якубовича, допустим, да, в свое время, и была совершенно ошеломлена, что я захожу в его кабинет, он сидит такой уставший, такой какой-то несчастный человек, очень, очень такой спокойный какой-то. И когда я говорю, я пришла брать интервью, он вдруг оживает и начинает как-то себя демонстрировать. То есть это эффект камеры, да, когда человек начинает как-то проявляться, и в этот момент что-то с ним происходит. Но нам, аудитории, нужны какие-то эксклюзивные моменты. Мы как журналисты это понимаем, да? Нужен эксклюзив, нужен перчик, нужно что-то острое, что-то необыкновенное. Ведь само понятие «новость» — это что-то новое, да, из всего контента, который мы видим. И поэтому люди готовы идти на какие-то экстремальные демонстрации экстремальных каких-то проявлений. Когда готовилась к нашей встрече, посмотрела, что происходит с миром казанского блогинга. Такие сдержанные внешние женщины, крупненькие, полненькие, такие мусульманочки, они показывают во время родов там себя, там какие-то очень эмоциональные кадры. Или я узнала, что меня муж разлюбил, и вот она плачет в камеру. То есть это действительно момент очень личный, очень частный, да, который она готова привнести на публичное такое вот, на смотрины. И это действительно очень, здесь очень много энергии, очень много эмоций возникает у аудитории. Работа через эмоцию. Мы же, как журналисты, это тоже понимаем, что это работает.
Вам не кажется, что это вот вообще развращает общество? Вот подобные... Вот все осуждали «Дом-2», понимаете, в свое время, да? У нас сейчас «Дом-2», вот он, в мобильном телефоне. Люди демонстрируют какие-то интимные моменты, которые всегда оказались под запретом. С одной стороны, это вроде бы такая вот свобода, у нас нет границ, и мы такие все независимые, мы можем это делать. А с другой стороны, ну, есть же какая-то грань все-таки, есть мера какая-то, нет? Наверное, она определяется не там, не со стороны общества, а со стороны самого вот морального порога внутреннего. Да? У каждого из нас есть свое допустимое. Это я буду смотреть, а это нет. И вот вопрос, наверное, ну, какого-то самостоятельного выбора. Ты то, что ты ешь, ты то, что ты смотришь, да? Ты то, что, с кем ты общаешься. И вот эта насмотренность, какая у тебя насмотренность, что именно ты выбираешь из всего информационного поля. Сегодня очень часто говорят о том, что мы себе создаем информационный пузырь или свою информационную комнату, стратегию потребления, стратегию такого пребывания, что ли, в большом информационном поле. И это очень важно, ну, когда мы с детьми, допустим, ведем какие-то беседы, очень важно показывать на своем примере, как ты отсеиваешь ту информацию, которую ты точно не берешь. Но мы же не все едим подряд, да? Мы выбираем, что нам нравится. Точно так же и здесь этот мир предлагает нам огромное количество соблазнов, некрасивостей, просто там деструктивных каких-то вещей. Но мы можем это брать или не брать. В этом наша какая-то мы взрослые, мы можем еще какой-то выбор сделать, а вот подростки, дети, которые вот сейчас вот эти тиктокеры, да, которые популярны очень, они следят за их жизнью, они становятся кумирами для них, да. Не все эти люди, уж так скажем, прям они пример для подражания, да? Абсолютно верно. И вы знаете, детям, подросткам нужна стратегия разная. Нужно и добро, и зло, потому что они не смогут различить одно без другого. И иногда, я думаю, что мы излишне, как родители, иногда излишне пугаемся, если видим, что ребенок смотрит что-то такое агрессивное или там, сложное какое-то. Потому что он может эту стратегию изучить, посмотреть, но ее точно не взять. Точно сказать, что я так не буду. И вот здесь, мне кажется, очень важно самостоятельный выбор поддерживать. Вот идею того, что ты сам знаешь, я тебе доверю. Но это может перебесишься быть, и все, да? Да, может быть, это мое такое вот отношение, как мамы, к тому, что с детьми происходит. С другой стороны, у каждого из нас есть как стремление к идеалу, так и есть теневая какая-то часть, да? И просмотря там у другого человека, что с ним происходит, если он идет по вот какому-то деструктивному пути, может быть, ты и сам туда не пойдешь. Но вы считаете, вот есть такое мнение, да, что транслирующий и потребитель — это вот две стороны одной медали, они очень схожи, как, я не знаю, как демон. Ну да, мы ищем свое отражение. В любом случае, мы ищем, выбираем то, что... В чем схожести? Да, схожести. И даже есть, я защищала когда-то кандидатскую по психологии имиджа, и с удивлением обнаружила, что есть прям такой закон восприятия другого человека. Нам нравится то, на что мы сами похожи. То есть с чем мы, вот закон идентичности такой. И, конечно, задумайтесь, да, кто вам нравится и в чем ваша схожесть. По поводу еще, кстати, вот коммерческой, да, стороны. Все-таки блогеры, которые популярны, которые имеют свою аудиторию весомую, они зарабатывают на этом деньги. Еще, да, есть вот такая история. То есть это не просто, это еще и такая коммерческая история. История продаж, история продвижения, история продвижения брендов, конечно. Это, как считаете, это норма? Самое... Ну, то есть это не просто там какой-то контент, то есть они еще и на этом деньги зарабатывают. Ну да, вот мы здесь вернемся, наверное, к мотивам, да, почему человек выходит на публичное пространство, для чего? И, наверное, вот эта коммерческая идея, она более даже здоровая, что ли, более такая рациональная, продуманная. Либо человек выходит, чтобы показать себя, по крайней мере, понятен мотив, да? Да, а здесь понятен мотив, что он вышел для того, чтобы продвинуть свой бренд, свою какую-то, не знаю, там, профессиональную сферу. И я совершенно точно знаю, поскольку мы работаем с разными коллегами из разных министерств и ведомств, что на любое мероприятие зовут блогеров, которые работают именно в этой сфере, чтобы потом как-то они могли рассказать своей аудитории о происходящем.
То есть это идет такое взаимное сотрудничество, и здесь рациональное хотя бы есть основа этого мотива. Да? Но вам не кажется, что вот эта коммерческая история в том числе со временем ведь породила большое количество вот этого инфо-цыганства, да, в сети? Да, это те же мошенники, которые есть и в обычной жизни, и они есть и там, конечно, и насколько я знаю статистику по расследованию дел в МВД, порядка, наверное, больше 70% всех преступлений сегодня в информационном пространстве совершается. Это отражение реальности. Ну, то есть то, что у нас мошенники сейчас в публичном поле вот так открыто этим, вы считаете это нормальным или как? Вы не считаете, Нет, что государство должно вмешаться конечно, в это, я считаю, что любое преступление должно быть наказано, и любой преступник, конечно, когда уже доказано, предотвращено, так, да? даже лучше не наказание, да, а какая-то профилактика, чтобы была. Ну, то есть, как вы считаете, вот, например, вот государство должно принять какие-то меры, не знаю, фильтрации вот этих вот людей в публичном поле? Повлиять на людей? Я не просто считаю, что должно, а здесь Татарстан тоже впереди планеты всей. Насколько я знаю, несколько лет назад была разработана программа именно в прокуратуре в нашей, в Республике Татарстан, которая отслеживает деструктивный контент, именно такой вот разрушающий и то, что связано с совершением преступлений. И этот алгоритм сегодня, по-моему, даже вот, в России используется. Кстати, вот это инфо-цыганство, оно ведь еще приобретает формы такого уже продвинутого мошенничества, когда они подают, скажем так, свои какие-то вот услуги некие, да, под видом там какого-то соуса философии, еще чего-то. Прокомментируйте. Да, здесь, знаете, поскольку у меня есть опыт работы в криминальной журналистике, в криминальной тематике, я была пресс-секретарем МВД когда-то давно, доказывать преступления именно в сфере мошенничества, мошеннические действия очень сложно, потому что человек добровольно совершает какие-то поступки, покупки, да, идет на какую-то сделку, добровольно сам. Потому что хочет, потому что ему интересно, любопытно и всякое такое. И здесь блогеры, конечно, обладают удивительным потенциалом личного обаяния, обольщения, вот такого эмоционального контакта с аудиторией, когда они буквально могут быть и какие-то суггестивные практики, да, могут быть там наведение трансовых состояний, всего чего угодно. Ну, практически секты у нас в интернете, я считаю, в открытом поле. Это же, кто-то должен это контролировать. Враги везде. Это просто теория заговора. Нужно быть осторожнее, да? Но, с другой стороны, я, может быть, здесь как-то хочу утешить вас и нашу аудиторию. Ведь на самом деле то, что мы такие разные, и то, что по ту сторону информационного пространства есть разные люди, это тоже неплохо, потому что это люди. Сейчас грядет век информационного еще переворота, он только начинается. Это работа с искусственным интеллектом, с нейросетью, которая сегодня моделирует многие контенты, которая сегодня сама создает многие вещи. И когда, если блогер говорит от себя как человек, это одно, а другое дело, если это создаваемый контент, таким деструктивным ботом. Вот здесь уже не знаю, что делать. Ну, смотрите, вот по поводу преподавания. Вы все-таки преподаете же еще, да? И вот подростков, как подростков, уже там студентов, да, молодых людей, да, скажем так, да? Ну, молодежь все равно, молодежь. Вот, и вот мне тоже кто-то из преподавателей рассказывал о том, что вот как-то задавали такое задание, да, вот выбрать человека для анализа, и вот они выбирают каких-то людей, вот этих кумиры среди блогеров, среди инфлюенсеров. Преподаватель даже часто не в курсе, кто это, да? А вот вообще смена таких вот, скажем так, приоритетных авторитетов, да, вот этих людей, да, насколько это вообще сказывается, скажем так, на классическом учебном процессе? Вот, например, для вас, вот вы общаетесь с этой молодежью, работаете с ней? Как преподаватели журфака, как преподаватели высшей школы журналистики, мы, конечно, должны... Вы в тренде, вы все знаете. Должны понимать, да, должны понимать, как они создают такую аудиторию свою, как они управляют этой аудиторией, да, вниманием, как держат внимание аудитории. Потому что это базовые наши навыки наших студентов.
И изучать мы, конечно, должны, ну, смотрите, я не буду сейчас говорить, какие именно телеканалы, но новости российского крупного телеканала аудитория 3 миллиона человек. И есть блогеры, есть известные персоны в информационном поле, не будем называть форматы и так далее, где 20-30 миллионов подписчиков. Немножко обидно. Но представляете, да, здесь огромные ресурсы, техника, профессионализм, команды, структура управления, создание этого контента. А там один человек или маленькая команда вдруг создает что-то, что имеет такие колоссальные просмотры. Конечно, мы как медийщики должны понимать, как это работает. И учить чему-то студентов потом. То есть это современный тренд, это явление информационного пространства сейчас, Вы думаете, это надолго? Который мы должны знать и понимать. Думаю, что такое, как вот многие говорят, есть условно классика, а есть однодневка, да? Ну, социальные медиа развиваются, социальные медиа преобразуются, трансформируются, и сегодня очень интересно и динамично они идут дальше. Не стоят на месте точно. И здесь рынок очень стремительно меняется, он очень конкурентный, он очень жесткий. И мне кажется, это, конечно, тема для исследования, для изучения, и наши студенты должны знать и понимать, как это работает. Я даже, когда начинаю знакомиться с ребятами, я говорю, у вас есть что-нибудь, какие-то свои странички? Они говорят, да. Я спрашиваю, насколько они успешны. То есть они вообще сами-то должны, по идее, быть успешными в информационном пространстве такими людьми. И удивительно, что в республике есть определенный такой пласт блогеров, которые бывшие журналисты, и которые умеют рассказывать о себе, умеют рассказывать о том, как они сегодня живут, и как они добиваются успеха, и как они обретают свое счастье. На некоторых интересно действительно смотреть, то есть как бы сейчас вот так вот блогинг клеймить я бы тоже не стала, да, на некоторых действительно интересно смотреть, какой-то интересный полезный контент они выдают, но некоторые, вот знаете, вот, пустая дыра, вот смотришь, да, ну а у человека много подписчиков, а там абсолютное отсутствие образования на лицо, вот просто смотрите, да, вот вас самим, например. И тогда вопрос, а чем они берут? Чем они берут? А чем они берут? А что аудитория, там? Возможно, другая еще. Да, удивительно, социальные психологи говорят о том, что есть люди с харизмой. Что такое харизма? Обаяние какое-то, да, умение подать себя, возможно, да. Это витальность. Это большое количество жизненной энергии. И бывает, что человек так разглядываешь, а что там? Не образование, говорить не может, писать тексты не может, никакой фантазии. Ну а энергия, вот энергия через край. И тогда каждый из нас что-то берет свое. И здесь интересно понаблюдать, что именно ты берешь. Вот, просматривая этот контент. Это ладно, еще человек харизмой обладает, понимаете? А ежели бывает же еще вот какая-нибудь Иришка Чики-Пики, которая транслирует, как они, извините, пьют вместе со своим мужем, курят там в кадре и так далее. Вот это все, понимаете, и люди смотрят, там миллионные просто просмотры, мат в эфире просто и так далее. То есть такой быдлый контент, так называемый, да, он тоже заходит определенной аудитории, и там просто... Вот вам даже, вот я хотела спросить вопрос. Очень много псевдопсихологов, кстати, на этом рынке, да? Да. Вам не обидно, вот, что вы человек, кандидатскую написали, да, с образованием? И докторскую, и учусь до сих пор. Понимаете? А они вот продают свои какие-то курсы по каким-то нереальным цифрам, за нереальные суммы. Мне на самом деле не обидно, потому что это, вопрос, наверное, этики, да, какой-то вот, человек уже дальше жить, и не только, может быть, отвечать перед людьми, а еще перед высшими силами. И то, как ты выстраиваешь свою жизненную траекторию, это, твое дело, да, у каждого свое. Поэтому здесь нет, добивайся успеха сам, и для того, чтобы мне на фестивале психологическом как-то выступать, мне коллеги сказали, что мне нужно зарегистрироваться, официально страничку свою профессионально вести, для того, чтобы я могла как-то быть членом их сообщества. То есть это тоже сегодня как информационный дресс-код такой, да, для того, чтобы ко мне пришли клиенты, для того, чтобы мне вести группу, для того, чтобы мне продвигаться в профессиональном плане.
мне нужно иметь какой-то информационный профиль. И у нас страничка Казанского университета, нас постоянно просят обновлять ее и какие-то давать ссылки, ну, полезные на наши проекты. Ну, понятно, Я в этом году записала много, да, много контента для YouTube. Да. Все-таки это немножко другое, да? Ну, вы прям такая, прям все это, вы очень осознанная. То есть я считаю, что это... Каждый сам пусть делает выбор, мне этот... Да, да, да. Ну, как-то я к тому, что, мне кажется, сейчас информационное, да, общество, мы идем к цифровому, к информационному обществу, где, в общем-то, есть, наверное, не только механизмы подавления, а есть механизмы самосбалансированности, что ли, какой-то, да, адаптации. И постепенно аудитория адаптируется к новым явлениям. Спасибо. Да, у нас кончилось время, к сожалению. Спасибо, что вы пришли, поделились своим мнением. Спасибо телезрителям, что были с нами. На этой ноте мы заканчиваем. До свидания.